Многие блогеры испугались, что теперь им вообще не стоит заниматься рекламой, потому что последуют различные штрафы, там, наказания и так далее. Действительно, да, согласно новому закону, реклама вообще уже более года должна маркироваться, да, но мало кто вообще это обязательство исполняет. Ввиду того, что мало кого привлекает к ответственности за немаркировку рекламы, хотя на минуточку штрафы от 100 тысяч рублей и выше, это серьезно. Причем штраф от 100 тысяч рублей будет как тому, кто разместил рекламу, и как тому, кто ее заказал. Да? Поэтому мы должны понимать, что с началом действия вот этого нового реестра блогеров это значительно ощутимо также отразится на вот этом новом обязательстве о маркировке рекламы. Этот реестр блогеров, он будет уже как на виду, а Роскомнадзор у нас использует в последние годы искусственный интеллект. То есть у них, несмотря на то, что есть специалисты, которые, кстати, тоже мониторят социальные сети, но, естественно, такой большой объем информации они обрабатывать не могут и все равно кого-то пропускают, поэтому блогеров, да, не штрафуют, многие думают, что их это не коснется, можно вообще ничего не маркировать. Но на самом деле такую вот явную рекламу придется маркировать теперь, после тем более введения этого реестра блогеров. Очень сложно определить и дифференцировать рекламу от нерекламы, что может считаться просто обзором или просто отзывом. Но так как этот закон о маркировке рекламы действует уже больше года, сложилась практика и уже стало понятно, что чаще всего все-таки считают рекламой, а что не считают рекламой. В первую очередь, сама реклама не подпадает под закон о маркировке рекламы, то есть если мы говорим о себе, рекламируем свои услуги, маркировать мы это не должны. Что касается обзоров и различных отзывов и так далее, могут посчитать рекламой, если мы как-либо выделяем этот товар или услугу над другими, или говорим о каком-то призыве «купите прямо сейчас, сейчас хорошая цена» и так далее. Даже если это от души, вот такие слова, да, фразы, красные флажочки, они для ФАС и контролирующего, да, органа будут вот теми самыми красными линиями, когда могут посчитать именно рекламой. Несмотря на новые принятые ограничения, несмотря на то, что для многих они показались очень жесткими, блогеры даже побоялись продолжать, да, вести блог, расстроились, опускают руки. Не стоит расстраиваться, не стоит бояться, нужно просто изучить закон, на самом деле там все предельно понятно, и продолжать вести свой блог, продолжать заниматься своим делом.